Мои приветствия всем зрителям телеканала ОТВ. В эфире «Модная правда». В ближайшие минуты я, Мила Постыка, расскажу вам о том, как можно разнообразить офисный стиль, какие аксессуары на пике моды холодной зимой, с чем носить юбку-карандаш и есть ли правила в ношении ювелирных украшений. Чтобы всегда и везде ходить с высоко поднятой головой, нужно, чтобы на ней была идеальная шапка. В этом сезоне дизайнеры уверенно провозгласили возвращение эпохи этого незатейливого, казалось бы, головного убора. Но не все так просто. Бини, кепи и берет нужно выбирать не только в соответствии с модными тенденциями, но и ориентируясь на форму лица. Краткое руководство к действию в нашем сюжете. Если у вас форма лица круглая, то выбирайте шапки, которые не слишком низко надвигаются на лоб, а наоборот сидят как можно выше. Если не боитесь рисковать, то попробуйте подобие казачьей шапки. Она визуально удлинит лицо и прибавит несколько сантиметров роста. Лишним это никогда не бывает. Девушкам с ярко выраженными скулами и тяжелым подбородком подойдут старые добрые ушанки. Не пугайтесь, дизайнеры уже давно переосмыслили этот головной убор на новый лад. И теперь это модный и современный аксессуар, который можно носить и в пир, и в мир. Если у вас сердцевидная форма лица, тогда ваша главная задача – акцентировать внимание на средней части лица, бровях и глазах. Сделать это помогут не слишком объемные береты или, например, теплые косынки. И не забывайте про правильный макияж. Выделяйте брови специальными тенями или тушью. Идеальным вариантом для вытянутого лица станут модные бини крупной вязки с широким отворотом, опущенные почти до бровей. Они помогут визуально сбалансировать пропорции лица. Плотно сидящие на голове шапочки из тонкого трикотажа точно не ваша история. Если вы обладательница овальной формы лица, то поздравляем! Вам повезло, и вы смело можете выбирать из всего многообразия представленных в актуальных коллекциях моделей. Попробуйте вязаные шапки с помпоном или кепи с небольшим козырьком, похожие на те, что носят наездницы. Девушки высокого роста могут смело выбирать меховые шапки с длинным ворсом или объемные модели крупной вязки. Если речь идет о шляпах, то даже широкие поля вам не повредят. А миниатюрным дамам, чтобы не утяжелять фигуру, есть смысл отказаться от объемных шапок, длинного меха и крупной вязки. Дальше в «Модной правде» 5 модных моделей шапок для зимы 2014. Итак, первая – это шапка с помпоном. Стиль эпресс-ски давно шагнул за пределы горнолыжных курортов. Теперь и на городских улицах нужно выглядеть так, будто вы только что вышли из своего шале и собираетесь совершить пару-тройку спусков по трассе. Идеальный спутник расслабленного полуспортивного зимнего стиля – классическая вязаная шапка с помпоном. Более молодежный и спортивный вариант – шапка бини, любимый головной убор хип-хоп звезд и прочих поклонников урбан стиля. Такая шапка, которая может быть дополнена надписью, логотипом или названием бренда, идеально сочетается с коротким пуховиком или паркой с мехом. Кепи также не сдают позиции этой зимой. Для девушек, которые недолюбливают шерстяные шапки, тоже есть из чего выбрать. Этой зимой на пике популярности будет кепи, фуражки и модели, как у наездниц. Они могут быть выполнены из фетра или твида. А вот меховые шапки по-прежнему в топе. Несмотря на недовольство борцов за права животных, мех уже который сезон подряд не покидает подиумы. В топе и казачьи шапки из каракуля, и ушанки из чернобурки. Тюрбаны – это остромодный аксессуар этого сезона. 70-е в топе, а вместе с ними и экстравагантные тюрбаны – один из модных символов той декады. Носите их с крупными серьгами и яркой помадой. Макси-юбка – универсальный вариант для переменчивой осенней погоды. Ее главное достоинство в многофункциональности, невероятно удобная. Она одинаково подходит и для офиса, и для вечеринки с друзьями. Главное – правильно подобрать детали. Итак, с чем же носить макси-юбку в этом сезоне? Первое, что приходит в голову при упоминании макси-юбки этой осенью – это рубашка. Эта пара чаще других была заметна на показах ведущих дизайнеров осенне-зимнего сезона 2014-2015. Этой осенью и зимой в женском гардеробе обязательно должно присутствовать как минимум 3 модели рубашек. Классическая нейтрального оттенка для офиса, свободная полупрозрачная для вечернего выхода и с модным сезонным принтом на все случаи жизни.
Носить рубашку, заправленную в длинную юбку – одно удовольствие. Вместе они создают ощущение уюта, защищая от осеннего ветра. Примерно теми же свойствами обладает и водолазка. Непринужденный вариант на каждый день. Макси-юбка и облегающая фигуру тонкая водолазка из кашемира. Гармонично дополняя друг друга, они эффектно смотрятся как в дневном, так и в вечернем свете. Для любительниц остроты деталей стилисты рекомендуют подобрать к этому тандему популярный этой осенью байкерский жакет в стильном сливовом оттенке. Он подчеркнет линию талии. Роскошный вечерний вариант с макси-юбкой, сексапильная полупрозрачная блуза и пышная шуба из искусственного меха, дополненная аксессуарами из лакированной кожи. Благодаря юбке в пол можно не волноваться об ощущении дискомфорта в холодную ночь. И к тому же она идеально сочетается с длинным вечерним пальто, будь то шуба, лакированный тренч на теплой подкладке или дубленка. Еще один неоспоримый модный хит наступившей осени – пончо. Его свободный крой так и просится в пару к длинной юбке. Вместе они являются эталоном уютного осенне-зимнего образа. Пончо и юбку макси в этом сезоне следует носить связанным шарфом и шапкой с ботинками на плоской подошве и на шнуровке с уютными дубленными варежками. Деловой стиль часто ассоциируется со скучными и неудобными вещами, строгим дресс-кодом и безликим минимализмом. Как же быть, если деловой этикет диктует свои правила, а вам так не хочется дни напролет проводить в тесных объятиях серого костюма? Даже в офисе любая женщина должна оставаться женщиной. Однако многие зададутся вопросом, как же можно разнообразить деловой стиль, проявив женскую сущность, ведь в нем сплошные ограничения. Во-первых, с помощью аксессуаров. Помочь в создании неповторимого образа могут изящный портфель, стильные часы, изысканная брошь или элегантные запонки. Использование таких, казалось бы, незначительных деталей способно выделить вас из толпы серых офисных сотрудников, одетых в одинаковые костюмы. Не стоит лишь перебарщивать с украшениями, потому что есть риск стать похожей на новогоднюю елку. Хватит одного украшения, которое подчеркнет вашу индивидуальность – цепочки, серег или кольца. Во-вторых, помочь разнообразить деловой стиль одежды могут рюши, воланы и строчки. Столь небольшая вольность в последнее время стала позволительна ввиду того, что деловой костюм стал гораздо демократичнее. Стоит обратить внимание и на материалы, используемые для пошива делового костюма. Сейчас они чрезвычайно разнообразны. Возможно, и комбинирование разных вещей. Вместо пиджака допускается иногда жилет. Невзирая на сдвиг к демократичности, в деловом костюме по-прежнему недопустимы юбки выше колен, джинсы и открытые декольте. Каждая бизнес-леди в своем гардеробе обязана иметь деловые костюмы двойки, однотонные прямые платья, блузки, классические брюки, кардиганы, гладкий джемпер, черное платье, гольф, плащ, деловое пальто, классические туфли и не совсем открытые босоножки. А необходимые аксессуары – это дорогая гладкая сумка, жемчужные бусы, серьги-гвоздик и несколько шелковых шейных платков. Людей с цельным образом, в котором все ограничено и уместно, считают образцом вкуса. У таких женщин всегда безупречен костюм, прическа, обувь. Самая обычная затяжка способна испортить впечатление, поэтому важной составляющей делового стиля является аккуратный внешний вид. Ювелирные украшения любят носить практически все девушки. Это факт. По мнению психологов, существует как минимум 3 причины, побуждающие слабый пол к ношению колец. Желание быть социально защищенной, стремление выглядеть красиво и, конечно же, нравиться парням. Известно, что в средние века кольцами по максимуму украшали пальцы рук. Сегодняшний этикет диктует несколько иные условия. Например, для повседневной носки лучше всего выбирать тонкие колечки с минимальным лаконичным дизайном. Предельно вычурно будут смотреться кольца с камнями. Носить их каждый день нежелательно. Если вы собираетесь на светское мероприятие, которое будет проходить днем, можно надеть колечко с небольшим камнем, но цвет его по возможности должен быть нейтральным, без лишних блесков. Современным деловым женщинам психологи советуют ограничиться только обручальным кольцом. Это в значительной мере поможет создать образ надежного человека. А вот вечерняя мода создает больше простора для вашего творчества. Одевайтесь тепло, модно и, главное, комфортно.
С вами была Модная правда и я, Мила Постыка. До встречи в эфире. Пока-пока!